лучезарных улыбок и хорошего настроения. Всем добрый день! Сегодня мы с вами отправимся в большое кругосветное музыкальное путешествие. Путешествие? Да. О, круто! Обожаю путешествовать! Сейчас бы с удовольствием побывала во Франции или в Италии. Да и в Африке тоже хорошо. Сейчас бы погреться на солнышке, покупаться в море. Нет, Диеска, у нас необычное музыкальное путешествие. Вот только на чем бы нам туда добраться? На шаре воздушном. Может, на воздушном шаре? Я никогда не летала на воздушном шаре. На шаре? Ну, как-то страшновато. Ну, хотя идея мне нравится. А вам нравится идея? Ну что, Диеска, ты готова? Готова. Только вот жаль, что мы языков не знаем. Да ладно, зачем нам для путешествия это языки? Ребята, ведь язык музыки и так понятен. Правда же? Что мы не сможем отличить веселую музыку от грустной, печальную от грозной? Да, конечно, сможем. Так что надо готовиться к полету. А я знаю, что любое путешествие всегда начинается с порога своего дома. Я согласна. Так и мы начнем с порога своего родного дома, с нашей Коми-республики. Как наши приборы. Ну что, надо готовиться к полету. Куда берем курс? Наверное, начнем с Европы. Ребята, прежде чем нам полететь, надо сказать волшебные слова. Шар, шар, полети, ты в Европу нас неси. Ну-ка, дружно! Шар, шар, полети, ты в Европу нас неси. Полетели!
этих памятников. А еще в Париже единственный во всей Европе Диснейленд. Ой, какая красота! А ночью, когда наступает темнота, зажигается сотни миллионов лампочек и становится необыкновенно красиво. Одним словом, Париж – это праздник. А как ты думаешь, вот какая страна во всем мире, ну вот самая музыкальная? Ребята, может вы поможете Диеске? Да. Слышу правильный ответ. Ну что, Диеска, как ты Я думаешь? думаю, это Италия. Знаете, я с вами соглашусь, и с Диеской тоже. Италия одна из самых, на мой взгляд, самая музыкальная страна, ведь она является родиной оперы. Тебе
помните, ребятки, знаете название нот? До, ре, ми, фа, соль. Правильно, это итальянцы придумали название. А еще они первые сделали скрипки и фортепиано. А я знаю великого итальянского скрипача-виртуоза. Ой, да я тебе помогу. Я знаю, что ты знаешь Николу Паганини. Точно! Ну, наверное, тебе нравится скрипка? Да я просто обожаю скрипку. Мне даже иногда снится, как я играю на ней. Нам же лететь пора дальше. Что там впереди? Давай смотреть. Ну-ка, что ты там видишь? Это же замок графа Дракулы. Значит, мы приближаемся к Венгрии. Венгрия. Ты не представляешь, там есть такое озеро, которое никогда не замерзает. И даже зимой там плюс 26 градусов. Да, Венгрия замечательная страна. У нее свои музыкальные, танцевальные традиции. И вообще венгры очень любят музыку своих венгерских танцев.
Вы где, а? Куда мы попали? Похоже, мы в Африке. Ой, какие милые обезьянки, какие хорошенькие. Мы же в Африке, точно. Обезьянки, вас вылечили, вы стали веселыми и радостными. Как здорово. Вы нам что-то хотите показать? Вы такие гостеприимные. Они хотят нам какой-то сюрприз показать. Здорово. Ой, какой-то вождь, это, наверное, вождь их племени. Интересно, мы посмотрим. Смотрите, какие они хорошенькие, их вылечил доктор Айболит. А что, если нам тоже им сделать сюрприз? Давайте поиграем. Обезьянки, не уходите, идите к нам ближе. Предлагаю поиграть в игру на знание африканского языка. Вы знаете африканский язык? Давайте выучим. Вы хорошо все в школе учитесь. Все, Еска показывает движение, а я буду вам говорить африканские слова. Готовы за мной повторять? Так, обезьянки, тоже слушайте, мы хотим вас порадовать. Внимание! Опили тики томба! Опили тики томба! О муса, муса, муса! О муса, муса, муса! Лео, леле! Лео, леле! О пики, ляо, пепе! О пики, ляо, пепе! Лео, ле, али, баба, ле! Неплохо. Это была репетиция, а сейчас собрались хорошо, руки приготовили, смотрим на диетку, чтобы обезьянкам понравилось. За мной повторяют четко. Опири тики томба. Опири тики томба. О муса, муса, муса. О муса, муса, муса. Лео, леле. Лео, леле. О пики, ляо, пепе. О пики, ляо, пепе. Лео, ле, али, баба, ле. Ну, я думаю, неплохо получилось. Молодцы. Обезьянки, нам так с вами понравилось. Ну, нам надо лететь дальше. До свидания. Спасибо вам. Диеска. По-моему, мы должны взять курс на Америку, ребята. Шар, шар, полети, нас в Америку неси, хором. Шар, шар, полети, нас в Америку неси. Ой, футбольное поле. Так это ж Аргентина. Я знаю, что там даже во время чемпионатов мира по футболу
предлагаю поиграть в игру. Игра называется «Школа аплодисментов». Хлопать умеете? Спасибо. А вот сейчас будем хлопать дружно в соответствии с теми словами, которые я буду говорить. Вы поступили в школу аплодисментов. Не расстраивайтесь, здесь всего 5 классов. Первый класс школы аплодисментов. Приготовили руки. Аплодисменты спокойные, ровные. Спасибо. Вы перешли во второй класс. Аплодисменты плоскочие и попродолжительные. Молодцы. Переходим в третий класс. Аплодисменты бурные, переходящие в ласки. Молодцы. Переходим в четвертый класс. Аплодисменты бурные, продолжительные. С криками, браво и визг. Молодцы. Наконец, пятый класс. Переходим в пятый класс. Аплодисменты бурные, продолжительные, с криками браво и писк, с одновременным вставанием зала. Отлично, вы теперь такие грамотные, уже сможете на любом концерте правильно аплодировать исполнителям. Так веско, я вижу много людей. Причем они, по-моему, все танцуют. Где это мы? Это же бразильский карнавал! Точно, мы в Бразилии. Приглашаем всех в Бразилию на бразильский карнавал. Шар, полети, ты на север нас неси. Шар, полети, ты на север нас неси. Ой, по-моему, это скандинавский полуостров. Да это же Швеция. Ой, как я люблю шведский ансамбль Абба. Да, этот ансамбль известен всем поколениям. А сейчас так хочется послушать простую, народную шведскую песню. А здорово было бы, если
чтобы она прозвучала на тромбоне. Что это, Диеска? Это же северное сияние. Точно. Надо куда-то на юг. Ну-ка что там у нас шар куда несет? Я вижу впереди высокую гору. Ой, это же, кажется, гора Арарат. Значит, мы летим в Армению, там тепло. Ой, Армения страна с гостеприимным народом, с великолепной кухней, с богатой историей. А музыка там зажигательная, темпераментная, энергичная.
побывали, в Америке побывали, вот только в Китае не залетали. Китай? Давайте в Китай слетаем. Хорошо. Леска, ну, мне кажется, уже домой пора. Надо заканчивать путешествие. Да, ребята? Хочется уже домой. Нет. Вам понравилось? А я вот наблюдала за первым классом, как-то была немножечко огорчена. Но все равно любому путешествию наступает конец. Хочется уже домой, в Россию, к родным белоствольным березкам, к любимым, задушевным песням, народным инструментам нашим, русским. Кстати, а как вы думаете, какой русский народный инструмент считается символом России? Ой, какие молодцы! А я хотела вам загадку загадать. Ну, давайте дружно ответим. Вот русская хозяйка запела. Вот тут у нас дружный хор получился. Так хочется стихотворение про Россию послушать. Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, 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 что может быть сердцу милей? И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для нас всех Россия, как мама родная, одна.